республике Башкортостан на данный момент известно около 700 пещер, открытых человеком. Их общая протяженность составляет свыше 100 километров. Среди них самая длинная пещера Урала – пропасть Сумган. Ее длина 9860 метров. И самая глубокая пещера – Киндерлинская. Она уходит под землю на 215 метров. По праву нашу республику можно назвать краем карстовых подземных дворцов. Действительно, наша республика очень богата пещерами, даже в сравнении с территорией всей России. На сегодняшний день официально зарегистрировано свыше 1000, то есть открыто описано свыше 1000 пещер. На самом деле их еще больше и продолжают открываться и описываться новые, немаленькие даже пещеры. Ну, среди известных пещер это же, конечно, всем известны Шульганташ, Капово. Еще какие пещеры? Это Кутук-Сумган, конечно же. Там целое Кутукское урочище, несколько десятков пещер. Всем известна, наверное, Аскинская ледяная пещера. Ну и, конечно же, Киндерлинская пещера, тоже со своими особенностями. Пещеры в нашей республике очень популярны среди туристов. Зимой и летом, осенью и весной сотни искателей путешествий отправляются покорять подземные дворцы и лабиринты. В республике действует несколько спелеологических клубов. Я считаю, нужно все-таки разграничивать термины спелеолог и спелеотурист. То есть спелеологи, они не только посещают пещеры, но еще проводят их изучение. То есть какие-то первооткрытия, создают новые карты. То есть это фактически ученые. Хотя многие из спелеоклубов также создают спелеокарты, их тоже вполне можно называть спелеологами. А спелеотуристы – это просто люди, посещающие пещеры или из интереса и любопытства, или же из спортивного интереса. Клубов на сегодняшний день, в Уфе буквально 2-3. Есть, насколько я знаю, в Кумертау, в Стерлитамаке. Практически в каждом крупном городе есть как минимум один клуб спелеологов. Один из наиболее старых и известных в Уфе – это спелеоклуб имени Валерия Насонова, тоже спелеолога, который, к сожалению, погиб при изучении пещеры Шульганташ. В одной из наших программ мы рассказали о вопиющих фактах вандализма в пещере Киндерлинская со стороны так называемых спелеотуристов, зафиксированных во время экологического рейда уфимских активистов Русского географического общества. Прибыв на место и зайдя в пещеру, мы обнаружили там людей, группу, которые как раз и являлись нарушителями этого режима. Мы прошли до хода атлантов, то есть преодолели там спуск на 18 метров. Везде есть следы пребывания людей, в том числе, человеческие экскременты. Конечно, это никуда не годится для объекта, который является уникальным не только для нашей республики, для всего Урала. Значит, людей, которые туда проникли незаконно, мы их предупредили, сообщили им, что они должны, соблюдая режим, покинуть пещеру, свернуть базовый лагерь, собрать все продукты жизнедеятельности. Но нас они не послушали. Находящаяся на правом берегу реки Зелим, недалеко от деревни Таш-Асты, Киндерлинская пещера – уникальный природный памятник. В ней было найдено рекордное количество костей ископаемых животных – пещерных медведей и львов, относящихся к последнему ледниковому периоду. В пещере много озер, а ледник у входа самый большой в республике. Поэтому охрана этого памятника и столь важна. К сожалению, на сегодняшний день реально охраняется, можно сказать, только пещера Шульганташ, и то потому, что она находится на территории заповедника Шульганташ. Многие из пещер, около десятка или даже нескольких десятков, являются памятниками природы. Это тоже особо охраняемая природная территория, но, к сожалению, так уж получилось, что реальной охраны у этих пещер нету. По закону они должны охраняться теми организациями, на территории которых расположен памятник природы. Это, как правило, или Министерство лесного хозяйства, или различные сельские поселения. Вы прекрасно понимаете, что у них нет ни средств, ни людей охранять все эти памятники природы.
На мой взгляд, надо подходить к решению этой проблемы, конечно же, комплексно. С одной стороны, попытаться изменить законодательство, то есть изменить уровень охраны памятников природы и, естественно, постараться как-то увеличить финансирование на их охрану. С другой стороны, и это может быть даже гораздо более важно, это охрана пещер самими людьми, то есть понимание людьми того, что пещеры, ну и не только пещеры, вообще окружающая нас среда, как правило, они очень хрупкие экосистемы и разрушаются под различным человеческим воздействием. Даже если просто туристы сходили в пещеру, переночевали в ней несколько раз, а после них остаются остатки еды, туалеты и другое. По мнению доктора биологических наук, конечно, запретить посещение пещеры невозможно. Однако каждый, кто решил прикоснуться к чарующей красоте Киндерлинской, должен соблюдать определенные правила пребывания в пещере. Неофициальные правила в среде спелеологов и спелеотуристов выработаны. К сожалению, их, естественно, используют не все. Ну, в частности, с одной стороны, стараться не посещать действительно какие-то уникальные, очень хрупкие пещеры. То есть, естественно, не разбивать, не забирать на память какие-то натечные образования, кости древних животных, которые представляют тоже огромный интерес для науки. А далее, если все-таки необходимо исследовать пещеру и находиться в ней несколько суток, то при создании ПБЛ, подземного базового лагеря, и сейчас это уже практикуется многими спелеологами, и это радует, что процесс ширится, используют так называемые переносные туалеты, которые за собой выносят, а также, естественно, выносят за собой весь мусор. Вот, наверное, в общих чертах такие простенькие правила. Ну, то есть, грубо говоря, не загрязнять и убирать за собой, что осталось. А главное, все мы обязаны помнить о том, что природное богатство и красоту, окружающие нас, мы должны сохранить в их первозданном виде для наших потомков. Люди, каждый должен осознавать, идя не только в пещеры, но и в природу, что он, как это не банально звучит, несет за всю ответственность. И то, что это вроде бы общее и ничье, на самом деле это не так. Мы должны что-то оставить нашим потомкам, потому что природа действительно очень стремительно деградирует, особенно в последнее время. 2017 год объявлен в Башкортостане годом экологии. Это хороший повод и старт изменить свое потребительское кредо к окружающей среде, избавиться от терпимости и равнодушия к тому, что мир вокруг нас страдает от наплевательского отношения к природе. В их честь названы горные хребты, вершины, ледники, острова и города. За каждым именем на карте годы работы и открытия, иногда совершенные ценой жизни. В январе нынешнего года в Уфе был создан молодежный клуб Русского географического общества. В России молодежных объединений РГО пока совсем немного, но их число растет. В актив молодежки Башкирского регионального отделения вошли педагоги детского эколого-биологического центра «Росток» Демского района Уфы. А стать членом молодежного клуба может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Актив, он в данном случае представлен молодыми педагогами экологического центра «Ростка». Членом может быть любой человек в возрасте от 14 до 35 лет. Это молодежь. Соответственно, школьники, которые активно проявляют себя, делают экологические исследования, которым не безразлично, у них активная жизненная позиция, они могут вступить в наш клуб. Наш клуб организован на базе экоцентра «Росток» Демского района, то есть первая наша цель – это заинтересовать общественные организации, школьников, молодежь Демского района. Затем выйти, соответственно, на городской уровень и так и расширяться. У активистов молодежного клуба планов громадье.
Вот все вы уже видели афишу, выложенную ВКонтакте. То есть у нас будет первое заседание 6 февраля в 4 часа дня. Мы будем смотреть фильм «Интерстеллар», и мы произведем обсуждение и анализ этого фильма как с художественной точки зрения, так и с точки зрения научной. Вот, мы ждем вас всех и обещаем вам интересную и продуктивную дискуссию. Активисты клуба начинают готовиться к важному событию – Республиканской молодежной научно-практической конференции. Заявку на участие в ней уже подали молодежное объединение Республики Азербайджан, так что мероприятие приобретает международный статус. Также весной члены клуба примут активное участие в создании дендропарка в Демском районе. Эта акция будет приурочена к 130-летию создания Демского железнодорожного разъезда. Огромное спасибо, закладку нам дали актив, члены Совета Русского географического общества регионального отделения в Республике Башкортостан, которые целенаправленно, да, я как председатель местного отделения Демского, то есть целенаправленно эту работу вели совместную. И как бы очень отрадно, что есть уже первые шаги, первые такие сдвиги. То есть мы хотим весной, да, к 130-летию Демского железнодорожного разъезда, мы хотим заложить в нашем районе, очень и так без того красивым и зеленым, мы хотим заложить еще одну такую большую зеленую зону. Это так называемый дендропарк. И благодаря меценатам, нашим спонсорам, помощникам, да, из города Ханты-Мансийска у нас уже имеется в запасе 200 корней кедров, которые к нам приедут в мае месяце. Да, кедры, ну, они небольшие, они трехгодовалые, там около 50 сантиметров деревца, но как бы они приедут из заповедной зоны. Среди приоритетных направлений клуба акции связаны с охраной животных и окружающей среды. У нас в Уфе есть бездомные животные, кошки, собаки. И есть проблема решения этого вопроса, потому что в какой-то момент бездомные животные начинают одичать, собираться в стаи и уже представлять угрозу для жизни людей. И на данный момент есть множество общественных организаций, которые волонтерскими полностью на своем энтузиазме решают эту проблему. И мы хотим тоже участвовать в решении этой проблемы, писать свои исследовательские работы и помочь в решении этой проблемы. То есть мы хотим работать с детьми, со школьниками, с молодежью, чтобы бездомных животных на наших улицах стало меньше. Один из активистов молодежки РГО Кирилл Селиверстов рассказал на заседании клуба свое видение этой проблемы. В итоге было принято решение провести в мае в Уфе благотворительную ярмарку для бездомных животных, организовать лекции для школьников об ответственности за прирученных домашних животных. Молодежный клуб Русского географического общества открыт для всех и приглашает в свои ряды школьников от 14 лет, студентов и молодежь до 35. В год экологии найдется много важной и полезной работы для каждого. Здесь старинный какие-нибудь под старину домик сделан, да, домик пчеловода. Потом рядом кочевой домик, там есть там башкирские кочевые домики, из лубы сделаны, как вот в Шуйганташе. И колоды стоят, потом стоят старинные ульи такие, вот это вот. Лежаки. И лежаки, и еще там, может быть, ульи Ветвицкого. И может имитацию сделать, не разрешат, наверное, имитацию Борти сделать. Здесь, на этой снежной поляне, в лесу, примыкающем к территории санатория «Зеленая роща», скоро появится медовая деревня с пасекой, домиком пчеловода, музеем бортничества и меда, с сувенирными лавками. Идея создания такого комплекса в Уфе впервые была поднята прошлым летом на заседании Совета регионов Русского географического общества. Общеизвестно, что для многих наша республика прежде всего ассоциируется с медом. Это главный бренд Башкортостана. Кроме жителей города Уфы, к нам приезжает много гостей. А главный бренд Башкирии что? Так точно, так точно, так точно. Поэтому медовая деревня будет акцентом главным, может быть, да? Между тем, гостям Уфы и многочисленным туристам даже негде показать, как добывается мед, особенно знаменитый Бортевой. Музей под открытым небом на Медовой поляне стал бы именно таким местом, благо экспонатов для его наполнения собрано уже немало. Две колоды, они уже сделали, готовы передать. Ну, то есть экспонатов мы наберем, это не проблема.
Было куда ставить. Уфимские архитекторы представили участникам выездного совещания, которое прошло в санатории «Зеленая роща», проект целого туристического комплекса, который раскинется в лесной зоне по берегу реки Уфа от ипподрома Акбузат до президент-отеля. Предлагаем проект «Медовой деревни», так сказать, он абсолютно удачно вписывается в ту разрабатываемую сегодня администрацией города Уфы концепцию «Город в парке», то есть, которая предусматривает в том числе и обустройство склонов к реке Уфе и к реке Белой. То есть в данном случае река Уфа – это территория от ипподрома Акбузат до президент-отеля. И как раз прямо в центре данного события, данного маршрута находится как раз предполагаемая медовая деревня. То есть, которая, как нам кажется, необходимо еще предусмотреть наряду с этой медовой деревней еще такую некую точку притяжения, которая бы еще обеспечила бы людей, посещающих эти деревню, необходимым продуктом обслуживания. То есть это и торговля, и сувениры, и какие-то кафе, и какие-то возможные эти видовые площадки. Вид открывается просто шикарно. Причем хотелось бы даже восстановить еще и вот этот вал, который, так сказать, крепостной вал, который в свое время защищал город Уфу от набегов с той стороны, получается, со стороны того берега реки Уфы. Вот. И, то есть мы вот сегодня рассмотрели этот проект, то есть он требует совсем небольшой корректировки, это чтобы он увязался с тем проектом, который мы сегодня ведем по всей набережной. И я думаю, что через некоторое время мы можем получить какой-то уже вот хороший продукт, после которого мы будем приступать к реализации данного проекта. На Лысой горе появится благоустроенная смотровая площадка. С ее вершины желающие смогут спуститься вниз к берегу реки Уфа на пляж и пристань. Еще один объект для посещения туристов – Дудкинская пещера. А на Лысой горе будет восстановлено городище 17 века. Его валы сохранились и по сей день. Сам проект на сегодняшний день еще пока сырой. Много нужно еще хорошо поработать, изучить опыт. Есть медовые деревни в Беларуси, в центральных областях. И творчески подойти и сделать не просто медовую деревню, одну из медовых деревень, а лучшую деревню в России, медовую деревню. У нас другого выхода нет. Восприятие всех россиян Башкирия – это мед. Главный бренд Башкирии – это мед. Если у нас будет обычная медовая деревня, это будет, в общем-то, как-то неловко. Мне кажется, сейчас у всех такой настрой приложить все усилия, изучить опыт и сделать шикарный проект. Но что приятно, городские власти, вот в лице главы города Ялалова, заместителя Филиппова, Рустем Закич, вообще, как бы, когда эту идею озвучили, он полностью ее поддержал и уже дал соответствующее поручение. Поэтому механизм, в общем-то, заработал. Я думаю, что к весне мы этот проект подготовим, на градостроительном совете будет утвержден. Там же не просто будет музей меда. Хотим там сделать какой-то павильон, допустим, с экспонатами горных пород, горных хрусталей и так далее. В горном музее вот, очень много экспонатов, которые даже на витринах не стоят, а в запасниках. В Краеведческом музее огромные коллекции хранятся без движения, некуда выставлять. Заповедники наши, вот, Шульган-Таши, природный парк Башкирия, тоже имеют готовы предоставить нам экспонаты. Ассоциация пчеловодов имеет экспонаты, десятки экспонатов 19 и даже 18 века, которые отражают всю историю развития пчеловодства в Башкирии. Ну и появлением, когда будет проект, будем подбирать инвестора, а проект этот настолько интересный, что инвесторы обязательно появятся, потому что это не просто медовая деревня, это туристический комплекс с зонами отдыха, пещерой, городищем, медовухой.
Проект долгосрочный, однако строительство медовой деревни стоит в первой очереди. Сегодня ведутся последние согласования с землеустроителями и проектировщиками. В ближайшее время проект должен быть утвержден столичной мэрией. Затем нужно будет найти инвестора. Впрочем, представители Русского географического общества и Межрегиональной ассоциации координации деятельности производителей и переработчиков продукции пчеловодства, а также руководство санатория «Зеленой рощи» уверены, инвесторы найдутся. Медовая деревня на Лысой горе в зеленой зоне станет местом паломничества тысяч туристов. Я живу в Париже. Блондин и это скульпторы, блондин и моряка, они были мои соседи. Когда-то выпускник Башкирского пединститута, сегодня известный и заслуженный художник Расих Ахметвалиев буквально на чердаке художественно-графического факультета БГПУ рассказывает французской делегации о своей дружбе с парижскими коллегами блондином Готье и Марикой Лессия. Их работы в бронзе выставлены на выставке вместе с полотнами башкирских художников. Вот он, французско-башкирский творческий альянс в реалити. Мадам Мирей Шеваль в восторге от него. Ce qui est formidable chaque fois que je traverse la Russie, c'est de voir que la coopération entre la France et la Russie, elle est vivante dans tous les secteurs. Часто приходится по России переезжать, и каждый раз я констатирую, что развивается наше сотрудничество, и это замечательно. И вот то, что я сегодня увидела, это очередное подтверждение тому, что я сказала, и спасибо вам за это. Общаясь со студентами худграфа, Мирей Шеваль пригласил их к участию в мероприятиях «Альянс Францез Уфа». Стать членом этой общественной организации может любой желающий. Главное – стремление к сближению двух культур – французской и башкирской. Кстати, наиболее активны в этом направлении студенты будут поощрены поездкой в Париж. Est-ce que vous auriez l'idée d'un concours, d'une belle production que vous pourriez faire dans votre domaine pour essayer de gagner un voyage, 2 voyages, 3 voyages en France? Может быть, у вас есть какие-то идеи, чтобы организовать какой-то конкурс, по результатам которого мы бы смогли организовать там 1, 2 или 3 путешествия, стажировки во Франции? Кстати, чердачный зал худграфа, который недавно открылся после ремонта, настолько понравился атташе по культуре, что она предложила ректорату Башгоспедуниверситета провести здесь в марте встречу активистов Альянс Францез Уфа с послом Франции.